Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Подготовка к весне. Половина средств сельскохозяйственной субсидии на молоко будет доведена до районов Якутии в марте и апреле. Счастливые новоселы. В селе Намцы по программе переселения из аварийного жилфонда введен многоквартирный дом. По инициативе Якутии в Общественной палате России рассказали о лучших практиках инклюзивного образования. Какие из них дойдут до нашего региона. Половина средств сельскохозяйственной субсидии на молоко будет доведена до районов Якутии уже в марте и апреле. Об этом на правительственном часе в парламенте сообщил вице-премьер Михаил Никифоров. 50% средств субсидии на молоко доведут в более ранние сроки, чтобы сельхозтоваропроизводители региона смогли заранее подготовиться к весенне-полевым работам и сенокосной кампании. Михаил Никифоров озвучил, что в рамках работы по кормозаготовке в этом году планируется увеличить количество мобильных бригад в районах, расширить охват отдаленных сенокосных угодий, а также усилить работу по заготовке силоса и сенажа. Абыйский район обеспечен необходимым запасом продуктов до следующей навигации. Об этом сообщил глава муниципального образования Станислав Тюкцинский. Он также отметил, что логистический центр ведет работу согласно графику. Все заявки отрабатываются в полном объеме. Помимо этого ведут мониторинг цен на продовольствие. Я хочу сказать, что по логистическому центру на сегодняшний день те плановые объемы завоза, которые запланированы, они все выполняются. Мы сейчас в марте месяце еще дополнительно должны получить порядка 30-50 тонн дополнительно продуктов. На каскаде Вилюйских гидроэлектростанций выведен в расширенный текущий ремонт гидроагрегат номер 3. Такой ремонт проводят по плану для поддержания оборудования в нормальном рабочем состоянии, которое соответствует требованиям нормативно-технической документации. До 20 марта персонал машинного, электротехнического, гидротехнического цехов и другие специалисты определят состояние основных систем и узлов гидроагрегата, выполнят ремонт и техническое обслуживание, устранят дефекты. А с 21 марта начнется капремонт гидроагрегата номер 2, который продлится до середины сентября. Далее к эпидобстановке. Новых больных постепенно становится меньше. За минувшие сутки в Якутии выздоровели 1627 человек, сообщит Оперштаб. При этом заразились 419 якутян. Госпитализированы 72 человека. В Якутске 87 случаев заболевания, в Алданском районе 57, в Мегино-Кангаласском 51. Еще в 20 районах фиксируют от 1 до 23 заражений коронавируса. Всего лечение в стационарах получают почти 11,5% больных, в амбулаторных условиях 88,6%. При этом до 20% случаев ковида связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Стартовали традиционные выезды врачей Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики. Основная цель – профилактика и раннее выявление заболеваний, в том числе эндокринных и сердечно-сосудистых. Всех желающих принимают терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики. В общей сложности специалистов центра посетили почти 70 жителей сел Чапаева, Актемцы, Улахан, города Покровск и других населенных пунктов района. Посетившие прием врачей центра получили консультации, а также им вручили актуальную подборку информационных материалов по укреплению здоровья. Национальный день здоровья, он проводится у нас по указу первого президента Михаила Ефимовича Николаева с 2000 года. И каждый год проводим декаду здоровья. У нас еще есть компьютерная оценка состава тела, то есть биоимпеданс всего тела. Это мы смотрим индекс массы тела, жир, состав кости, массу мышечную, массу скелетную, жидкость в организме. Это все у нас сейчас делается. По инициативе Якутии в Общественной палате России рассказали о лучших практиках инклюзивного образования. По данным мониторинга Минпросвещения, в 2020 году в нашей стране работали более 10 тысяч инклюзивных школ и 8 тысяч детских садов.
О том, какие инициативы получат масштабирование в регионах России, узнавала наш СОБКОР в Москве Туяра Константинова. В России инклюзивное образование принято в качестве основной модели с 2016 года. Модернизация системы образования позволяет обучать детей с ограниченными возможностями здоровья не только в специализированных школах, но и в обычных учебных заведениях. Актуальность инклюзивного образования растет, потому что растет число детей с инвалидностью по разным причинам. А значит, мы должны быть готовыми к тому, чтобы семьи с детьми, которые воспитывают детей с инвалидностью, с ограниченной возможностью здоровья, были включены в нормальную жизнь, и дети получили доступное образование, такое же, как получают другие дети. На достигнутом нельзя останавливаться, и подобных вопросов важно работать системно. А под системностью я подразумеваю не только открытие новых инклюзивных школ, создание дополнительных программ, ну и активную работу, собственно, со школьниками, с родителями и с обществом в целом. Внедрение инклюзивного образования сталкивается с рядом трудностей. Не разработаны программы социальной интеграции детей. В школах и колледжах отсутствует специализированный автотранспорт и медицинское сопровождение. В детских садах не хватает педагогов и специалистов, реализующих практику инклюзивного образования. К нам, согласно Конституции, закону об образовании, приходят обучаться именно ребятишки с разной нозологией. Поэтому нам необходимы тифлопедагоги, сурдопедагоги, те узкие специалисты, которые связаны непосредственно именно с образовательным процессом. Насколько мы знаем, в России внедрение инклюзивного образования сегодня происходит неравномерно, поэтому требуется принятие конкретных стратегических решений. По данным Института проблем инклюзивного образования, лучшие региональные практики по социальной инклюзии реализуются в Новосибирской области, Красноярском крае, Карелии и Удмуртии. В Москве успешно действуют окружные ресурсные центры и развивают сетевое взаимодействие между образовательными организациями. Из Якутии эксперты выделяют прежде всего опыт работы благотворительного фонда «Харсхал». Наша республика приехала с тем, чтобы поделиться опытом внедрения инклюзивного образования у нас в регионе. И в качестве спикеров мы могли услышать президента Северо-Восточного федерального университета Евгении Исаевны Михайловой, инициатора круглого стола Пантелеймона Романовича Егорова, кандидата педагогических наук, который всю свою жизнь посвятил развитию инклюзивного образования у нас в республике. Основная задача круглого стола Общественной палаты России – выработка рекомендаций. Инклюзия не разделяет людей по диагнозу. Она призывает общество быть гуманнее и добрее друг к другу. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. Идем далее. В селе Намцы по программе переселения из аварийного жилфонда введен многоквартирный дом. Первую сваю забили в марте прошлого года. На торжественном мероприятии символический ключ от нового дома вручили главе Ленского наслега Петру Сокольникову. В новостройку из аварийного жилья переезжают 40 семей. В квартирах установлены электрические плиты, укомплектованные ванные комнаты и санузел. На придомовой территории обустроена детская площадка. В ближайшие годы по этой программе в селе Намцы будут переселены 1423 человека из 38 домов. В этот радостный день новоселы выразили благодарность правительству, администрации Намского улуса, подрядчику и всем строителям. Попали в новую квартиру, нам дали ключи. Квартира понравилась, очень хорошая. Однокомнатная квартира. Вот ванная, туалет отдельно, кладовочка есть. Кухня, балкон, все хорошо. Понравилось. Рады, вообще рады. Школу-сад строят в селе Костотам Жиганского района. Строительство идет по программе комплексного развития сельских территорий. На объекте 47 рабочих, которые выполняют устройство облицовки фасада, внутреннюю отделку и монтаж вентиляции. В настоящее время строительная готовность объекта 85%, говорится в сообщении. Строительство школы, сада на 60 школьных и 30 мест для детсада реализуют в рамках основного мероприятия госпрограммы «Современный облик сельских территорий». Ранее глава Якутии С. Николаев отметил, что в этом году регион получил свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей на реализацию госпрограммы. Это самый большой объем финансирования по стране.
Ключевые мероприятия к столетию якутской автономии презентуют 15 марта. Презентацию проведут на площадке Республиканского мультимедийного центра «Саха-Медиа». Как ранее отметил глава Якутии С.В. Николаев, столетие ЯССР станет началом нового исторического пути для республики. Организаторы представят календарный план юбилейных мероприятий. По видеосвязи подключатся представители районов, которые расскажут о ходе исполнения целевых задач и проектов. На мероприятии презентуют и уникальную памятную серебряную монету «Столетие образования Якутской АССР», Центрального банка России и банковские карты, посвященные столетию. Также представят юбилейный нагрудный знак. В ботаническом саду СВФУ готовятся к летнему сезону. Семена перцев, земляники, также петунии, эустомы высадили в 20-х числах января. По словам работников сада, для того, чтобы рассада быстро выросла в помещении, должно быть 25 градусов тепла. Кроме того, растение 14 часов должно находиться под светом. Для этого можно включить фитолампы. Еще один отдельный совет: время от времени необходимо рыхлить почву. Работники ботанического сада СВФУ планируют подготовить рассаду цветов и овощных культур. Из них некоторую часть продадут жителям Якутска. Можно немножко рассказать про дихондру декоративную. Начинает популяризироваться, выращивается на семенами, продается семенами, но мы, поскольку вырастили вот этот куст, допустим, в прошлом году, в этом году зимой собрали с нее семена. Семена довольно-таки крупные, посадили, как положено, вначале в рассадные ящички, а потом будем пикировать. В принципе, ее можно сажать вместе с петуниями, с колюсами в любом вазоне, очень будет красиво смотреться, по идее. Трехмесячных по очистке от снега объявлен в Верхневилюйском районе. Работы по сбросу снега с крыш пройдут во всех селах и организациях. Также посредством договора администрация села выполняет заказы на чистку снега и на предприятиях детских учреждений. Все работы планируется закончить в течение 2-3 недель, в зависимости от погоды. В общей сложности работают уже 10 работников, в том числе техника, 3 КАМАЗа, 1 погрузчик. Работы будут вестись на пунктах администрации и в скверах и площадях Верхневильского наследия. И в продолжении темы погоды синоптики прогнозируют аномальное потепление на северо-востоке республики в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Очень высокие положительные аномалии будут на Чукотке, севере Камчатки, на северо-востоке Якутии, приводятся его слова. Он уточнил, что в северо-восточной части республики ожидается минус 15, минус 16 градусов. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.